Ну что, ребят, всем доброе, наидобрейшее утро. Всем здравствуйте, дорогие мои зрители. Добрались мы наконец-то до Ерофея Павловича, одеты, да, снова вот по-зимнему. Так сказать, начинаем мы работать. Все-таки, чем заключается наша основная работа? Это не как у всех, да, просто за рулем сидишь, рулишь, приехал в точку Б, выгрузил товар, развернулся и уехал. То есть, кто сталкивался с нашей компанией, кто знает нашу компанию, он как бы в курсе этого всего. Весь Дальний Восток, так скажем, знает нашу компанию. Многие, кто заказывает в нашей торговой сети товар себе. Сейчас я вам все-таки покажу, чем мы чуть-чуть занимаемся. Кстати, заклеили мне, сделали ремонт. Скания Центр миллион попросила на техосмотре у меня. Просто скотчем заклеили, чтобы прошло. Ждем, когда страховка. Как бы страховка все насчитала, все сделали после этой косули. То есть вот ремонтировать, получается, надо будет ее все менять с этими. Вот эту менять, это сказали будут ремонтировать. И радиаторы кулера и кондиционера менять. Если так посмотреть, их тоже чуть-чуть погнуло. Вот, кстати, ребят, вот это я покупал в прошлый раз. У Морозы она очень хорошо помогает. Оставляем все равно. Вот продувка и вот вторая продувка. Сейчас сделаю и закрою. Все, ребят, заправил, все убрал. Ну что, все-таки принцип нашей работы. Приехали мы на точку выдачи товара. В данный момент населенный пункт. Леха сейчас ходит, проверяет собранность клиентов. Леха, он всем привет машет. Проверяет собранность клиентов. Сейчас получается все, ну тут еще не все собрано, то есть собираем потихоньку. 5-минутный перерыв получается у нас. То есть достаем коробочки из кузова, полностью упакованные еще. Это первая точка у нас идет полностью. Вот отсюда достаем по одной, по две, по три коробочки и собираем клиентов. Клиенты сейчас начнут люди приезжать, забирать свои посылки. Так скажем, вот это наша основная работа заключается. Сейчас зима, мне чем нравится зима. Зимой спокойно на чистый снег можно не на желтый выложить, чтобы все было красиво и аккуратно. Блин, вот когда сейчас придет весна, начнутся дожди, ё-моё, вот тут вот будет проблематично, потому что на улицу ты ни одной коробки достать не сможешь. Будет все мочить. И вот потихоньку придется вот в таких пространствах собирать. То есть принцип работы. Берем с вами коробку, читаем, клиент. Дихонова. Где у тебя Дихонова, Лех? Не было? Нет. Это Тында? Нет, она здесь, Дихонова здесь. Здесь будет? Два места. Все, вот взяли коробочку, то есть новый клиент. Положили. Идем также брать другую. Отмечай, вот у нас, скорее всего, вторая коробка Дихоновой. Да, отмечай, Дихонова 2 места. Все собрано. То есть принцип нашей работы вот такой вот и заключается. Идем, собираем. В маршрутном листе отмечаем. Вот. С часу до 2 у нас должны все приехать, забрать все будут. То есть можно по-другому, да, работать. Так, это Тында уже лежит. Сейчас надо вот лезть вот этот угол доставать. И вот так же поверху смотреть коробочки. То есть здесь один поселок, здесь же может и другой поселок лежать. Сейчас полезем доставать. То есть определенное время назначено людям приезда. Кто-то из ребят работает по-другому. То есть я себе делаю запас времени, приехал, разложил, потом отдал. Кто-то во время сборки сразу отдает. Не, я так не люблю. Я люблю потихоньку, не спеша. Где-то на часик дольше может потратиться времени. Но спокойно и красиво. Есть и доставки по городу у нас. Вот это у нас доставка сейчас в поселок будет. То есть сейчас приедет маленький грузовичок. Мы его загрузим и отвезем в поселок клиенту. Это, ребят, не вскрытая коробка. Это мы сюда маленькие коробочки просто складываем все пустую. Все. Стараемся все доставлять целым, невредимым. Как видите, все уложено красиво, аккуратно. Но ёшкин кот, это как тут много. Неделю сейчас будем ехать развозить. Вот почему мы стоим.
В основном подолгу. На некоторых точках. Бывает и по 2 дня, и по 3 дня стоишь, раздаешь товар. Ладно, полезу я работать, хватит болтать. И не то хейтеры сейчас напишут. Лучше бы дал напарнику камеру, пусть стоит, снимает, а ты работай, да. Типа стоишь, болтаешь, а он работает. Нет, мы работаем вместе одинаково. То есть, что тут вдвоем-то работать? Да, можно, вот один стоит, другой идет и говорит. Также это все можно делать. Но Леха пока учится, у Лехи это 2-й рейс. Леха, ну и как вообще, тяжело, нет тебе работать? Ты разговаривай более культурно. Все нормально. Дети же тоже нас смотрят. Потом они будут у мамы спрашивать, что это за слово такое прекрасное. Что должна мама с папой ответить ему будут. Понятное дело, что сейчас дети умнее нас. Вот. Ладно, полезем работать. Леха пусть пока учится все делать. Ну что, ребят, грузовичок уже загрузили. Грузовичок поехал на доставки. А мы давай дальше здесь разбирать чего кого. Половина уже отгружена коробочек. Сейчас Леха сверяет, то есть смотрит в маршрутном листе. Вот у человека должно быть 3 места, смотрит, что 3 места. Кого не хватает, Илюшке придется лезть в кузов доставать. Сейчас достанем. Вот это место обратно все аккуратно также сложим. Возьмем перекладины, все закроем, чтобы ничего дальше не упало. Так, еще надо, Леха, нам вот эту фанеру с тобой еще доставать надо будет. Вон вот эту вот фанеру. Сюда? Да, по-моему, фанера и железо вот это сюда. Сейчас на... Это может быть и есть. Ну, наверное... Нет, тут 6... Там больше, чем 6 листов, Лех. Там больше, раз, два, 3, 4. 8 мест надо. Нет, там больше. Горбунов. Нет, там больше. Больше. Сейчас это уберем просто в сторону, эту дверь откроем и достанем. Это сейчас обратно, тогда аккуратно заложим все. Ладно, полезем, что, доставать. Остальные-то все нормально по местам сходятся. Теперь путаница, половина же уехала. Ничего у тебя не путаница. Не нашел, значит уехала. Вот и все. Иди вот так вот по списку. То есть нашел, вот. Вот это кто такая 8? А, ну все. Ну вот ее нету. Вот это 2, что? Вот не знаю, его нету здесь нигде. Уехал, значит. Посмотри в телефоне Деханова. 2 места. Ты это посмотри. Сверяй просто тихонечко, учись. Все будет хорошо. Подожди, 2 места. Ну да, по 2 места нету клиентов даже тут. Ладно, полез я. Так, кого там искать? Горбунов, 7 мест. Угу. Полезем искать. Не отвлекай меня, ладно? Постараюсь. Все, то есть вот так вот берем, достаем каждую коробочку, смотрим и аккуратно складываем. Нет, ее там дальше не может быть, она все равно все грузится по клиентам по маршруту. Так, тут сколько у нас листов? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут 10 листов. То есть это точно не она. Ладно, будем искать Горбунову. Ой, ребят, ну как так-то, а? Вроде все, всех клиентов сложили, все, думаю, все прекрасно, все замечательно. Леха перепроверяет, вон, ходит, гуляет. Где он там у нас? Блин, нашел, что одного места не хватает. А я уже здесь сложил, уже стойки он поставил, чтобы груз следующий не упал. И сейчас надо лезть искать. Это может быть и маленький пакетик. Похоже вот на это вот, какой-нибудь. И какая большая коробка. Или вот вплоть до листа фанеры, может быть. Надо лезть искать. Одно место. Леха, точно все в порядке? Покури. Сейчас еще раз пробегусь. Время же есть у нас? Ну, есть еще 20 минут до начала приезда клиентов. Все. Сейчас опять напишут, ты работаешь, я стою, камеру снимаю. Дай тебе камеру, пусть он меня снимает, как я работаю. Не снимай меня, штаны не зашиты. Все, стыдно, да? На работе порвал рабочую одежду, бывает некрасиво, да? Ну что делать-то? Год-два, и у нас одежда улетает. Да, они тебе там не мешают, нагруженные. Ладно, что? Полез я искать. Как неохота.
Леха, может ты сладишь? А я постою, поснимаю тебя на камеру. Чтобы пацаны-хейтеры правду написали. Вот, Леха работает, Илюха не работает. Леха ответственный просто. Че, Леха? Леха ответственный просто. Да. Илюха шалтай-болтай. Нифига не работает. Лучше бы взял бы в руки и работал бы, Леха снимал. А интересно, если ты будешь снимать, я буду работать, так же будут писать? Лучше бы дал бы напарнику. Сам бы снимал, а напарник пусть работает. Работаем мы все. Ладно, надо лезть сюда, освобождать снова. И в этой огромной куче коробок искать одно маленькое место. Вот я уверен, что, скорее всего, это такой маленький пакетик будет. Ладно. Надо лезть, доставать. На голову камеру покупать. Неудобно одной рукой работать. Лех, может тебя на ставку оператора взять? Я буду работать, а ты будешь снимать. И все, вся твоя работа будет. Как фамилия, кого мы там ищем? Пиддан как-то. Ой, фамилию нормально назвал мне. Где она? Вон слева. Да. Ладно. Понял примерно. Полезу искать. Немножко. Это вот там вот где-то в тех коробочках, наверное, она. Это нет, это озеро. Ладно, все, полезли. Ну вот, смотрите, ребят, если вот так вот посмотреть, нифига себе, да? Загрузочка у нас. Ё-моё. До самого потолка. И это все надо выдать, раздать, развести. Офигеть. Блин, пережил сейчас всю кучу коробок, чтобы поискать это место. А оно у нас лежит уже в другом городе. К сожалению, бывает и такое. Ищешь, полчаса, час ищешь, бывает, в пакете коробочку, а она на видном месте и в другом месте совсем лежит. То есть, а ее, по идее, вот здесь не должно быть. Она должна быть вот в этой куче. Вот здесь то, что мы уже выгрузили. Она лежит вот тут вот. Ладно, будем доставать, отстегивать и доставать. Леха, иди принимай к месту.